Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Что случится, что произойдет, что обязательно произойдет с вами в вашей жизни в ближайшие 2-3 дня. Если всем интересно, присоединяйтесь, загадывайте на себя и давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, а вы будете очень заняты, очень много дел. Причем дела вот личные, дом, семья, близкие, отношения и дела рабочие. Если вы не работаете, то, скорее всего, будете иметь дело с какими-то учреждениями и организациями. Вот прям как на работу будете ходить. Да, непростые деньги к вам идут, но интересные, очень интересные. Смотрите, кто у меня в отношениях. Отношения брачные, вместе вы общаетесь, встречаетесь, может быть, готовитесь вступить в брак. Здесь могут возникнуть проблемки. Проблемки финансового характера. То ли у мужчины проблемы с деньгами, то ли как-то у вас на двоих такие проблемы. Какие-то планы ваши будут корректироваться, что-то вы будете отменять, переносить, передумывать, переигрывать. Очень много времени потратите на обсуждение, на планирование. Кстати, это прекрасный момент узнать друг друга получше для тех, кто лишь только создает семью, лишь только входит в отношения. Мужчина проявит себя, вот знаете, таким хозяйственником, таким прям надежным, рассудительным, да, очень таким спокойным человеком. У вас, конечно, нервишки будут шалить, честно вас предупреждаю, вы дама эмоциональная, ну, либо, по крайней мере, именно в этой ситуации будет вам сложно себя сдерживать. А вот мужчинка, он попытается вас и успокоить, и уговорить, и объяснить, даже какие-то гарантии вам будет давать, да? Клянусь, клянусь, я все исправлю, клянусь, я все заработаю. Хорошо себя мужчина проявит. Ему, девочки, 5, ну а вам 3. Простите, но вот вижу, что вы будете немножечко как нервы и себе, и ему портить. Поэтому, мои хорошие, заранее предупредила, старайтесь держать себя в руках. Поверьте, рядом с вами замечательный человек. Да, он не идеальный, ну а где идеал? В природе вообще идеала не существует. Но, девочки, вам все равно повезло. Этот человек, вот, он надежный. Надежный, и он этой надежностью и вас заразит. Да? Вы тоже станете поспокойнее, попрактичнее и порассудительнее. Вы простите, но именно так идет информация. Так, кто у меня на расстоянии находится? То же самое. У мужчины проблемы, например, а вы очень переживаете, больше, чем он. И он тоже будет вас успокаивать, уговаривать, успокаивать. В общем, проявлять себя будет. Для тех, кто в гордом одиночестве, в поисках своего любимого человека, надежного партнера, у вас вот прям как выставка идет, выставка. Вот несколько мужчин. Я не могу понять, в какой ситуации вы с этими мужчинами будете общаться, но и один, и другой будет проявлять к вам интерес. А вы, ну, в позиции человека, который выбирает, да, кастинг будете проводить, да, кого мне выбрать. Ну, как-то вот себя уверенно почувствуете. Даже как-то подрасслабитесь, возможно. Вот поймайте себя на мысли, скорее всего, да, что я не хочу абы с кем. Я не хочу косого, кривого, да. Я хочу вот моего, и чтобы он был нормальный, и какие-то прям у вас и требования в голове появятся. Как-то вот идут изменения в отношении вашем к мужчинам. Эти мужчины, они вас как-то, заставят подумать, наверное, и поменять, может быть, свою тактику в поведении, в отношениях, в общении даже, да, с противоположным полом.
Будет выбор. Будет выбор, будет на ком остановиться, но будете решать, будете определять. И я не вижу, что вы прям кидаетесь головой в новые отношения. Нет, вы прям такую даму серьезную превращаетесь, рассудительную. Ну, имеете право, вы шикарная женщина. Так, для тех, кто недавно поссорился. Для тех, кто недавно поссорился, причем это ссора не только с мужчинами, да, в семье, там, родители, дети, родственники и даже, может быть, близкие друзья. Какое-то недопонимание, как-то во мнениях не сошлись, может быть, даже какая-то критика, либо с вашей стороны, либо в вашу сторону. У вас обидка чувствуется. Обидка, непонимание, вы такая думаете, ну, с какого это рожна, да, со мной так поступают. Вот. Человек будет делать какие-то попытки с вами поговорить, но почему-то я вижу, что вы все это отталкиваете. Вы в такого ежика превратились, да, и сразу раз колючки. Или дикообразик такой, знаете, который стреляется колючками. Вы будете делать больно человеку, который вас любит, который к вам хорошо относится. Вы будете это понимать, потом вы будете об этом жалеть. Но вот знаете, как будто бы что-то находит на вас. Какая-то, может быть, недосказанность, невысказанность. Не делайте больно тем, кто рядом с вами. Пожалуйста, не делайте. Хотите, выскажите все. Не можете сказать в лицо, напишите, отправьте смс-ку. Хотите, на листке бумаги все напишите, передайте эту бумажечку. Но не обижайте тех, кто вас любит, пожалуйста. Почему я это говорю? Я вижу, что вы, может, как, знаете, почувствуете угрызение совести и будете страдать, сами вот от себя будете страдать. Да, вы человека обидите, человек скажет, ну, наверное, заслужил, либо заслужила. Вас все равно простят, потому что вас любят. А вот вам будет очень сложно себя простить за то, что вы обидели близкого, родного, кровиночку, да. Поэтому заранее вот чувствуете, что хотите высказать, высказывайте, не молчите, пишите, говорите. Не знаю, хотите аудиосообщение запишите. Любым удобным способом эту обиду надо высказать, чтобы потом об этом не жалеть. Так, кто живет с родителями, либо рядом с родителями? Может быть, и не родители, может быть, там бабушки, дедушки, взрослые люди по отношению к вам, пожилые люди. Какая-то гиперопека в вашу сторону. Ну, просто невероятно. Вот просто замучают вас какими-то своими советами, пожеланиями. Там, не оделась не по погоде, ты замерзнешь, ты заболеешь, что ты кушаешь, ты неправильно питаешься, ты там то не делаешь, это не делаешь. Какие-то нравоучения идут, какой-то бесконечный поток нравоучений. Вам придется терпеть. Ваши пожилые родственники никаких возражений терпеть не будут, как-то усилен будет контроль. Я вот не пойму, то ли им заняться нечем, то ли вот человек скучает, возможно, да, либо чего-то там обсмотрелись, да, какую-нибудь там передачу, фильм, книжку какую-то прочитали, и вот проявляют эту материнскую, отцовскую заботу в какой-то усиленной форме. Так, мои хорошие, займите чем-то своих пожилых родственников, придумайте для них любую работу, любой вид занятости, лишь бы им было чем там заниматься, в чем ковыряться, и чтобы вас не трогали. Кстати, могут воспитывать и ваших детей, ну, например, бабушки начнут воспитывать, там, дедушки начнут воспитывать, там, тети, дяди, ну, кто постарше. Вот. И дети могут вам жаловаться. И дети прям так будут вам говорить: мама, ну так меня бабушка замучила своими этими там нравоучениями, ну сделай что-нибудь. Да, это возможно. Нужно придумать занятия, нужно развлекать каким-то занятием, либо отвлекать вашего пожилого родственника. Так, по поводу здоровья. Почему-то мне идут какие-то колики, вздутие. Идут проблемы с желудочно-кишечным трактом. Причины могут быть разные. Может быть, у вас хронический гастрит, либо колит, либо еще какая-нибудь сложная болячка. А может быть, вы чем-то будете злоупотреблять. А может быть, скушаете какую-то еду, да, либо продукт ненадлежащего качества. Будьте поаккуратнее. Особенно маленькие детки. Вот взрослые и маленькие детки прям так показали, что проблемы с животом. Можете мучиться, прям, ну, неприятные ощущения идут. Проверяйте, что кушаете.
Если есть какие-то сомнения, выкидывайте. И, конечно же, если вы знаете за собой какие-то особенности, да, слабость там, либо раздраженность желудка, старайтесь не употреблять. Даже если очень хочется, договоритесь с собой и вредную еду не употребляйте. Так, работа. На работе все кипит, все горит. Какие-то идут страсти на работе. Эмоции через край. Здесь, скорее всего, что-то связано с карьерой, с повышением зарплаты, либо наоборот, с урезанием, если у кого-то такая ситуация. Но это все слухи. Слухи, обсуждения, разговоры, сплетни. Ну, такие, знаете, домыслы. Вот все хотят поделиться, все хотят об этом поговорить. Вот как будто бы коллектив на работе не работой занимается, а вот приходит исключительно для того, чтобы что-то обсудить, о чем-то поговорить. Например, покритиковать начальство, там, покритиковать там, власть в государстве, там, друг друга, возможно, даже покритиковать. Как-то неспокойненько у вас идет. И вы будете поглощены всеми этими страстями. Будете, кстати, ярким участником всех вот этих разговоров. Вам есть что сказать, вам есть чем поделиться. Столкнетесь вы с тем, что люди, которых вы долго знали, люди, к которым вы с уважением относитесь, да, считали этих людей, скажем так, интеллектуалами, да, людьми, которые разбираются в жизни, вы столкнетесь с тем, что люди абсолютные профаны, абсолютно и верят в всякую гадость, ересь и бред. Вот. При этом не замечают каких-то вот прям фактов, не замечают каких-то вот действительно там доказательств, логика напрочь отсутствует. Идет разочарование. Разочарование в тех, в ком вы были уверены, да, как действительно в людях продвинутых. Кстати, блеснете. И блеснете вы на ура. Даже, возможно, вокруг вас какая-то группа людей, как единомышленников образуется, а вы как неформальный либо формальный лидер этой группы будете. Поведете за собой народ. Такая маленькая революция, возможно. Кстати, да, вас и начальство будет видеть как лидера. Это очень хорошо, особенно если грядет повышение, либо какое-то, может быть, как это называется правильно, переформатирование предприятия, где вы живете, ротации какие-нибудь будут происходить. Да, кому-то прям повезет, вас заметят ваш здравый смысл, вашу логику, ваше умение доносить до людей информацию. Да, это заметят. Так, кто работает с людьми, с клиентами? Пожалуйста, воздержитесь. Вот здесь надо воздержаться от лишних диалогов. Причем, если вы видите, человек какой-то узкий, человек как-то в одну сторону смотрит, не пытайтесь убедить этого человека в обратном. Не пытайтесь. Мало того, что не убедите, так еще человек может быть недоволен вами, может и жалобу написать, и недоплатить, или там, Бог его знает, да, какие неприятности устроить. Видите, что человек дурачок? Поддакивайте, кивайте. Хочет человек выговориться, типа слушайте. Главное, говорите, да, конечно, как же вы правы, ой, как же я вас понимаю. И все, мои хорошие. Даже если очень хочется сказать, либо поправить человека, воздержитесь. Вот с клиентами, если работаете, воздержитесь, просто молчите. Так, кто работает сам на себя, у кого бизнес, либо вы фрилансом занимаетесь. У вас, в принципе, все по плану, все как в обычных рамках идет. Кроме моментов, связанных поступление денег у вас. Что-то там либо заблокируется, либо не вовремя, либо, может быть, столкнетесь с тем, что клиент не может как-то перевести вам деньги, либо оплатить вам что-то. Здесь могут быть проблемы. Проблемы какого-то технического характера, вот именно банковская сфера, система переводов. В принципе, вы никак на это повлиять не можете, но для вас это звоночек идет. Важное предупреждение о том, что нужно готовить запасные варианты. Не могу сказать, что это конкретно. Мы все-таки смотрим на 2-3 дня, но вот предупреждение идет, да? Вот смотри, у тебя проблемы. Попробуй найти другие варианты. Вот как люди могли бы тебе оплачивать, либо переводить тебе средства. Как начало какой-то смены формы оплаты, либо вида оплаты, системы перевода. Прям будете думать, возможно, будете искать, найдете. Вы найдете. Так,
Для тех, кто недавно вышел на работу. У меня здесь есть такие люди, кто недавно вышел на работу. Вам все не нравится. Вам не нравится ваша работа, вам не нравятся люди, с которыми вы работаете. Вы себя чувствуете там абсолютно одиноким, чужим человеком. У вас желание вот доработать неделю и уйти. Да, вот работаю еще пару дней и ухожу. Все, хватит с меня, не хочу я здесь работать. Значит, мои хорошие, я сейчас такую вещь скажу. Я понимаю, что она вам не понравится, но все равно я вам ее скажу. Вы слишком закрытый человек. Вы приятны тем, с кем вы работаете. Они думают о вас, говорят положительное. Но вы как-то изначально себя так поставили. Ну вот знаете, представьте, вы как будто бы в костюме космонавта. Не пойми, кто там внутри, человек вас не слышит, человек вас не видит, но вы так себя ведете. Попробуйте быть более общительным и приветливым человеком. Поверьте, к вам потянутся, вам и помочь захотят, и как-то подсказать, возможно, даже будут какие-то облегчения в условиях вашего труда. Попробуйте с людьми общаться, открыто общаться. Поверьте, там, куда вы попали, место хорошее, очень хорошее, и люди там хорошие. Просто, может быть, вы испугались, может быть, стрессанули очень сильно, вы как-то закрылись. Раскрывайтесь, раскрывайтесь. Представьте, что вы среди друзей, представьте, что вы дома, да? Расслабьтесь. У вас, вот, кстати, в ближайшие 2-3 дня, даже, в принципе, если вы не послушаете моего совета, к вам люди сами подойдут. Вот подойдут, начнут с вами знакомиться ближе, там кто-то прям подружится, и вы будете удивляться: ой, я хотела уйти отсюда, да, либо я хотела уйти с этого места, а какие же здесь приятные люди, а как же мне здесь хорошо. У вас мнение о вашей работе скоро поменяется и о людях мнение, и вы будете крайне довольны, что вы работаете, никуда вы не уйдете. Так что немножечко над собой поработайте, и все будет замечательно. Так, здесь у меня какая-то женщина стенки будет выносить, а вместе с стенками нерадивых сотрудников. Я так понимаю, вы будете посещать какие-то учреждения, больницы, банки, госучреждения, какие-то, может быть, службы. Какой-то есть вопрос. Вам либо нужно что-то получить, либо что-то разузнать. Вы столкнетесь с халатностью, вы столкнетесь с людьми, которые не хотят не то чтобы выполнять свои должностные обязанности, просто не хотят работать. Да, такие надменные упыри сидят везде и на людей кидаются. Вы раз получите отказ, вы 2 получите отказ, а на 3-й раз у вас проснется тигрица. Тигрица проснется, вы пойдете, просто всех их порвете. Такой порядок, такого шороха наведете, порядок наведете. Вы знаете, люди, которые пойдут после вас, мысленно будут благодарить вас, да, думать: какой хороший человек, кто здесь шороху навел, кто здесь порядок навел, какой хороший человек, дай боженька ему здоровья. То есть, не зная вас, люди будут думать о вас и вас мысленно благодарить. Да. Доведут вас до белого коленя, вы себя покажете, проявите, и дела свои порешайте, и порядок наведете в том учреждении, либо в той организации, куда попадете, либо где вам там будут отказывать изначально. Всего добьетесь, всего, чего хотели, добьетесь. Кстати, добьетесь, возможно, даже и большего. Не бойтесь ничего. Я понимаю, что вы человек не конфликтный, и сразу вы не будете там требовать, да? Вы не такой человек, но вас как бы доведут до этого. У кого-то прям руки будут трястись, но при этом у вас прям такой энергетический подъем идет, как силы свои почувствуете. Молодец, что сказать, молодец, все правильно. Так, и еще важный момент связан с какой-то покупкой. Покупка, вам что-то нужно купить, обязательно нужно купить, либо нужно будет купить. Прям какая-то задача у вас, сверхзадача, в какие-то сжатые сроки что-то приобрести. Соответственно, качественное и желательно недорогое. У вас тут несколько дней идут забеги по магазинам, по базарам, где вы обычно ходите скупаться. Вы будете искать какие-то вещи, какие-то предметы. Важные срочные покупки будете совершать. Значит, мои хорошие, во-первых, торгуйтесь, даже если вы в магазине. А второй момент, не покупайте первое попавшееся. Поищите, походите, поищите. Желательно до этого цены, например, в интернете узнать, сколько в интернете стоит, либо сколько там люди продают, там, может быть, с рук.
Вот, опирайтесь на это. Я вижу, что вы найдете, я вижу, что вы купите, но кто-то может переплатить, а кто-то, наоборот, может купить с очень большой скидкой. Переплатит тот, кто схватит первое попавшееся. Соответственно, скидку получит тот, кто поищет, хорошо поищет и не будет нервничать. Вот так вот, мои хорошие. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.